Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы погадаем на вот этой замечательной колоде Ленорман «Правдивое зеркало» на такую тему. А хочет ли человек продолжать с вами отношения? Потому что вот на самом деле так и есть, что многие люди сомневаются, вообще вот любимый человек хочет ли дальше быть со мной или нет. Вот бывает такое, знаете, часто, что ты не видишь, как бы, это не очевидно, да, это не очевидно. То есть ты сомневаешься, нужна ли ты или нужен ты этому человеку, или, может быть, не нужен, не нужна. То есть как бы человек себя ведет так, что ты не понимаешь. Вот. Давайте поэтому посмотрим. Итак, первая карта покажет ваше отношение к этому человеку. Вот как вы на сегодняшний день к нему относитесь. Потому что это тоже очень важно. Может, вы тоже уже совсем разочаровались, да? Итак, первая, вторая, третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я пока уберу в сторону, да? Итак, хочет ли человек продолжать с вами отношения? Вот такая первая девочка у нас, богиня, да? Какая-то богиня, скорее всего. Итак, как вы к нему относитесь, якорь? Ну, якорь вообще стабильное отношение показывает. Возможно, вы считаете отношения даже скучные, но одинаковые всегда. То есть, по сути, до этого вас, может быть, долгое время ничего не беспокоило. И это были отношения, в которых вы как бы уверены, понимаете? То есть вы как-то в этом человеке, как в надежном каком-то, уверены были все это время. И, скорее всего, даже сейчас вы его считаете довольно надежным человеком. Но карта как бы говорит о длительных чувствах, определенных, может быть, чувствах, о том, что все-таки разум вами владеет в этих отношениях, да. То есть вы не сжираемы страстью изнутри. Если вы себя не узнаете, это не ваша позиция, да, не ваша карта. Потому что здесь у человека мозги на месте, как бы он довольно так стоит на ногах в плане осознания своих чувств. То есть вы так настроены, скорее всего, с ним на серьезные отношения. И вот, ну, если бы он там не ввел вас в то состояние, что вы не знаете, хочет ли он с вами быть, по сути, то можно было бы сказать, что вы продолжали бы и продолжали отношения, да? Как он к вам относится? Птицы. А вот здесь действительно идет такой момент, да, что человек как будто о вас с кем-то как разговаривает, обсуждает вас с кем-то, представляете? Может быть, с друзьями, с подругой или с другом, да, если, ну, смотря мужчина вы женщина. Может быть, с родителями, может быть, с коллегами даже по работе или с психологом. Но сам факт, этот человек о вас как будто рассказывает кому-то. И, соответственно, не всем доволен. Он считает это отношения с проблемами, суетливые. И вы какой-то человек, который добавляет ему в жизни неких проблем, понимаете? Вот как раз он чувствует себя с вами довольно нестабильно, но при этом чувство у него все равно есть. То есть он заинтересован в вас. То есть на самом деле он хотел бы, может быть, и продолжать, да, сейчас увидим. Вот. Но сам факт, что он чувствует себя как на качелях, как будто бы. Вы себя как-то стабильно чувствуете, а он нет. Вот. Ну давайте посмотрим ситуацию отношений на сегодняшний день. Это облака. Вот видите, туча. Тучи показывают, что у вас, опять же, набежали проблемы в отношениях. То есть почему он и чувствует себя нестабильным? Может быть, проблемы всякие различного характера мешают этим отношениям. И также тучи и облака показывают, что он в чем-то сомневается, чем-то недоволен, вот какой смурной вот он, да? Хочет ли он продолжать с вами отношения? Гора. Отношения для него проблемные. Давайте еще одну карту доставать. Дом. Гора и дом. Ну, то есть он, с одной стороны, видит, что отношения могут быть длительные, стабильные, серьезные. С другой стороны, в этих отношениях присутствует какая-то проблема, которую он не может перешагнуть. Что это за проблема? Ага, сердце. Вот это какая-то проблема, что его что-то взяло за живое. Вот как будто сердечная проблема, сердечная тайна, сердечное переживание.
Давайте посмотрим, есть ли у этого человека кто-нибудь еще. Женщина, леди. Какая-то женщина явно вмешивается в ваши отношения, причем неважно, мужчина вы или женщина. Здесь кто-то мутит воду в этих отношениях, и человек вроде как видит ваши отношения серьезными и хотел бы быть, но он сейчас на таких качелях. Он сейчас во всем сомневается и чувствует, что в отношениях такая проблема, да, и много других еще проблем набежало. И, соответственно, просто это происки какой-то женщины. То есть зловредная дама вредит вашим отношениям. Она пишет ему какие-то письма, сообщения, скорее всего. Или ей, да, если это вы на женщину гадаете, то, может быть, ей пишет сообщение о чем-то, вот как... Ага, и башня. Сообщения, которые связаны по работе, как будто бы, или они связаны по работе, или как казенным домом каким-то, может, связаны. И перекресток, развилка, говорят о том, что человек теперь на распутье находится. Всадник, там дорога какая-то, может быть, в скором времени в связи с этой дамой. Не собирается ли он намылиться к ней в гости, чтобы с ней поговорить по поводу того, что она имеет против ваших отношений? Она уже все испортила, но она связана с ним работой или казенным домом, понимаете? Каким-то, как, учреждением, не знаю. Как-то они именно через все это связаны. Вот. И карты-то здесь показывают, что он, с одной стороны, хотел бы с вами быть, а с другой стороны, для этого существует преграда в виде большого сердца. Интересно. Ну, давайте исцелять ваши отношения. Как исцелить ваши отношения? Как их спасти? Посмотрим. Мыши. Устранять врагов здесь надо. Именно с помощью медведя. Медведь может побороться с мышами. То есть нужно, знаете, авторитетное лицо какое-то. Нужно, чтобы его метелкой, веником этих мышей, да, вымести веником всех крыс отсюда. Вам нужно обратиться к какому-то человеку, который имеет для вашего человека невероятный авторитет. Обратиться к этому человеку за помощью, мол, спаси наши отношения. Ты для этого человека имеешь авторитет, ты для него весомое мнение и должен это мнение сказать этому человеку. Он послушается и выметит всех мышей, всех крыс из ваших отношений. Поэтому, вот такой ответ вам дали карты сегодня. А мы идем дальше. Я обратно убираю все карты Ленорман в колоду Ленорман. Вот, и мы идем дальше. Итак, значит, такая девочка номер 2. И первая карта — ваши отношения сегодня к человеку, рыбы. Но рыбы говорит о том, что вы считаете этого человека классным. Что, и опять же, есть материальный, возможно, какой-то интерес у вас к нему. То есть вы его видите, возможно, перспективным или перспективной, да, богатым и очень таким интересным человеком. Как интересный собеседник. Возможно, вы влюблены в этого человека, но также у вас не только любовный интерес, не только, а еще и интерес, допустим, как общие дети, семья, достаток. То есть у вас со всех сторон тут интерес. Встречу с этим человеком в своей жизни вы считаете большой удачей. Вот так еще могу сказать. Хорошо, хорошо. А как он к вам относится? Как к своей даме, если вы женщина. А вот если вы мужчина, женщина рядом с вами чувствует себя настоящей леди. Вот так. Хорошая карта женщина, очень хорошая. Она показывает, что человек, если вы женщина, видит вас слабее и хочет защищать. А вы его авторитетом, да? Как король и королева. Вот. Если вы мужчина, женщина считает, я могу реализоваться с тобой рядом как женщина. Хорошо. А в каком состоянии отношения сейчас? Сад. А вот сад говорит о том, что отношения вроде как могут развиваться и развиваются, но это как общение просто. Может, это не очень близкие отношения, например. Отношения еще пока не развившиеся в серьезные. Флирт, да, флирт.
Или если вы давно вместе, или там давно женаты, знакомы, серьезные отношения. Сад показывает, вы как бы как отдалились друг от друга тогда, да? Больше как чужие, что ли, становитесь. Но при этом поддерживаете какое-то общение, скорее всего. Иногда сад может показывать расстояние друг от друга, да? Но тогда это не очень хорошо. Но общение на расстоянии поддерживается вроде как. Но давайте посмотрим, а хочет ли этот человек с вами продолжать отношения. Дерево. Однозначно да. Без вопросов. Эта карта очень крепкая. И книга. Дерево и книга. Однозначно да, но он хотел бы в чем-то разобраться и раскрыть ваши тайны. И также, возможно, и сам что-то скрывает. Но карты здесь хорошие. Они показывают перспективу отношений. Вот давайте посмотрим, куда пойдут ваши отношения дальше. Куда? Якорь в стабильные отношения, в серьезные отношения. Здесь человек видит в вас потенциал, видит в вас надежность, устойчивость, как говорится, оплот, корни, соединение с космосом. То есть дерево — это даже силы рода, он знает, что поддерживает ваши отношения, и будущее их — это якорь и солнце. Скорее всего, этот человек будет с вами, вот крепкие отношения, серьезные отношения, и этот человек будет счастлив с вами, а вы с ним. То есть тут взаимность идет полнейшая, тут не в чем сомневаться вообще, в принципе. Если вдруг вы чувствуете, что первая карта не ваша, эта позиция сама по себе не ваша. Вам нужно выбирать позицию по сигнификатору. Здесь точно, совершенно точно не в чем было сомневаться. Этот человек, безусловно, хочет быть с вами, безусловно. И эти отношения должны идти вперед, к счастью, к стабильности, к свадьбе. И я не знаю вообще, почему вы спросили, как говорится. Ну, такая позиция номер 2. Тут как бы не приходится вообще никак сомневаться, не приходится. Я убираю карты обратно в колоду. 3-я позиция. Хочет ли человек с вами быть, да, продолжать отношения? И 1-я карта — ваше отношение к этому человеку, корабль. Ну, вы знаете, корабль — это иногда курортный роман, приключения, очень сильное увлечение, интерес, но легкий. Вы на человека вряд ли смотрите как на серьезные отношения. Но если смотрите, может быть, он на расстоянии находится от вас. А еще, когда вы видите этого человека, вы очень счастливы. Но я бы это еще не назвала слишком серьезными чувствами. Однако корабль показывает, что есть страсть с вашей стороны, увлеченность этим человеком, позитивный настрой, я бы сказала, желание разрешить все проблемы между вами. А как этот человек к вам относится? Харт. Дерево, ой, дерево, все уже, сердце, дерево было. Сердце, извиняюсь. Просто я увидела огромное дерево в виде сердца, понимаете? Конечно, любит. Безусловно, любит. Это даже не вопрос. Вот. И, соответственно, любовь у него очень большая к вам. Романтическая увлеченность, большая радость и счастье от того, что вы есть в его жизни. Но этот человек точно вас любит. Если вы не чувствуете резонанса с этой позицией, она просто не ваша. Этот человек однозначно вас любит. То есть вам даже тут не надо сомневаться в этом вообще. Точно любовь. Сердце просто так не падает на чувства. Это же вообще редкость. Хорошо. А в каком состоянии ваши отношения сейчас? Ага, гроб. Гроб показывает, что эти отношения переживают сильнейшую трансформацию. Как будто или расставание произошло, или что-то вот плохое, но может быть перерождение в этих отношениях. Давайте уточняющую карту сделаем. Солнце, видите? С гроба на солнце. Понимаете? Рассвет. То есть было вообще темно. Вы, возможно, как бы длительное время даже не общались. А теперь в будущем, вот самом на пороге, да, или уже возрождение. Но это как отношения даже в новый формат могут перерастать. Совершенно новый формат. Хорошо. А хочет ли этот человек с вами быть, строить дальше отношения, продолжать? Дом, да. Этот человек хотел бы с вами продолжать серьезные отношения. И птицы.
и общение. А еще он, возможно, о вас с кем-то разговаривает, обсуждает вас. Обсуждает, может, с друзьями там или с кем, ну, с доверенными лицами, какие-то, ну, делится какими-то впечатлениями. Но дом говорит о том, что человек хотел бы быть с вами, хотел бы продолжать отношения однозначно. А как будут продолжаться отношения? Вот оно, наше дерево. Но они будут продолжаться, прочные такие отношения. Но рядом змея. Кто-то в них будет вмешиваться, понимаете? Кто-то будет этим отношениям постарается помешать. А еще башня. Отношения могут быть как крепкими в будущем и защищенными. Высшие силы рода будут их защищать. Поэтому я бы сказала, что здесь идет благословение для отношений, да? Видите, кольцо даже падает. Союз между вами, но и метла. Для этого союза нужно в жизни от чего-то избавиться, что-то подчистить, что-то убрать. Звезды показывают большую надежду для отношений, для развития их. Умейте мечтать, и тогда все сбудется. Вот так говорят звезды. Ну и что ж, действительно мечтайте, и все будет хорошо. Ну вот такой сегодня у нас был с вами расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.